Ассаламу алейкум, сахам салям мягкой. Приветствую вас уже на 12-м выпуске видеоуроков ингушского языка от школы InkEd. И о чем же мы с вами сегодня поговорим? Сегодня мы будем говорить с вами о вопросительных местоимениях, отвечающих на вопрос «сколько?». У вас может задаться вопрос, а в чем же тут проблема? Сколько? И все. Но ингушский язык, он на то и ингушский язык, то что тут есть определенные особенности. В чем же эти особенности выражаются? Особенности ингушского языка в отношении вопросительных местоимений, отвечающих на вопрос «сколько?», выражаются в том, что их аж два. То есть не одно слово, как в русском языке, а целых два. И в чем их разница? Разница этих слов выражается в том, что ингушский язык делит их на вопросительные местоимения, отвечающие на вопрос «сколько?», в отношении вещей, которые мы можем посчитать, и также в отношении вещей, которые мы посчитать не можем. На самом деле довольно удивительное свойство ингушского языка, которого в других языках не встретишь. То есть ингушский язык, как мы считаем, во многих местах, который во многих местах является местами неразвитым, где-то что-то недоработано, где-то что-то недоучено, можно сказать. Но, тем не менее, порой ингушский язык удивляет тем, насколько некоторые вопросы он прям до глубины, может так, рассмотрел и изучил, и позволил сделать язык более обширным. И вопросительное местоимение, отвечающее на вопрос «сколько?», являются одним из таких важных особенностей ингушского языка, отличающих его от других языков. И помимо этого мы с вами сегодня поговорим начнем разговор про цифры и само числообразование в ингушском языке, так как это тоже тема, заслуживающая отдельного выпуска, чтобы именно понять саму систему числообразования. Но давайте не будем забегать вперед и поговорим уже о вопросительных местоимениях. Давайте приступим. Итак, как мы уже сказали, у нас с вами два вопросительных местоимения, отвечающих на вопрос «сколько?». Как мы и сказали, те, что делят вещи на те, которые можно посчитать, и в отношении вещей, которые мы посчитать не можем. И как мы и говорили уже ранее, русский язык такого деления не производит. То есть, например, вопрос «сколько у тебя воды?» или «сколько у тебя карандашей?» и там у нас «сколько?». В ингушском языке этого не будет, потому что посчитать воду мы не можем. А вот посчитать карандаши – пожалуйста. И так вот, у нас таких слов два. Это «масса», «сколько» и «мел». И то отвечает на вопрос «сколько?». И в чем же между ними разница? В чем разница, вы уже понимаете, но вы не знаете, какое из них относится к тем вещам, которые мы можем посчитать, и какое из них относится к тому, что мы посчитать не можем. Масса – это сколько. У нас будет отношение вещей, которые мы можем посчитать. Например, давайте приведем пример. Масса, пусть будет машин, еха. Сколько у тебя машин? Тут никаких проблем нет. Машина – это исчисляемое существительное, то есть мы можем его посчитать. Сколько у тебя машин? Все довольно просто, ничего сложного нет. А например, мел, который у нас отвечает на вопрос «сколько?» в отношении вещей, которые мы не можем посчитать. Например, давайте скажем, сколько времени. Мел, ха, е. Сколько времени, это уже не имеет значения. Вопрос в том, что посчитать время мы не можем. Да, вы можете сказать, мы же можем посчитать время в сутках 24 часа, год, день и так далее. Но это часы. Но само понятие времени, то есть как существительное, мы не можем посчитать. Мы не можем сказать одно время, два времени, три времени. Нет, время – это что-то более абстрактное. Да, у нас есть единицы измерения времени, выражающиеся в часах, неделях, годах, месяцах. Но само понятие времени, именно как количество, мы посчитать не можем. То есть такого понятия в принципе нет. Что также касается, например, воды. Например, мел, хи, де, ха, пусть будет цага. Сколько воды у тебя дома? Опять же вы можете сказать, Башир, почему? Мы можем сказать литр воды, можно сказать 100 литров воды. Да, опять же, но литр – это единица измерения.
То есть это то, в чем люди измеряют время, да, измеряют воду, точнее, литр, ну, любую жидкость. Но само понятие воды посчитать нельзя. Нельзя сказать одна вода, две воды, три воды. Именно вот это вы должны понять, так как русский язык такого деления не производит. Соответственно, вот задумываться о таких вещах вам не приходилось доселе. Но сейчас придется об этом задуматься, именно вот производить такие деления. Но вы этого не пугайтесь. Со временем, когда вы немножечко попрактикуетесь, уже поймете, как все это работает, вы будете делать такие вот, вставлять такие предложения, используя правильное вопросительное местоимение на автомате. То есть это не будет являться для вас какой-то проблемой. Все это будет происходить автоматически. То есть вы даже не будете задумываться о том, как вы говорите, что вы используете именно правильное вопросительное местоимение. Ну что ж, давайте подытожим и уже перейдем к нашей следующей небольшой теме. То есть, как мы сказали, в отношении вопросительных местоимений, отвечающих на вопрос «сколько», у нас с вами два местоимения. «Масса», который применяется в отношении слов, которые того, что можно посчитать, и «мел», который используется в отношении того, что посчитать нельзя. И давайте перейдем еще пару примеров для закрепления и пойдем с вами дальше. Например, мы скажем «мел моц де яр». Что это будет означать? Сколько тут меда? И как вы могли догадаться, да, у нас тоже будет тут мел, а не масса. Так как мед это тоже жидкость. Соответственно, у нас есть единицы измерения меда, но сам мед измерить нельзя. Другое дело, если мы скажем, сколько литров меда у тебя, вот тогда у нас уже будет масса, потому что литр это единица измерения, в отношении которой можно сказать 1 литр меда, 2 литра меда, 3 литра меда. То есть тут уже все становится на свои места, то есть тут уже будет масса, так как появляется возможность измерения, то есть появляется возможность посчитать просто 1, 2, 3 и так далее. И вот именно вот эта вот мысль, я уверен, что раньше даже те, кто ингушский язык знает с детства, об этом не задумывались. То есть на интуитивном уровне они правильно говорили масса или мел, но я уверен, что они об этом не задумывались, потому что все это происходит как-то интуитивно, когда ты владеешь языком именно с детства. Но это для них хорошая возможность немножечко потренироваться и понять свой язык немножечко лучше. Ну что ж, и на этом мы вот эту нашу тему оставляем, мы с ней закончили, и теперь мы начнем с вами говорить о цифрах и числообразовании в ингушском языке. Мы посвятим этой теме уже целую лекцию, я думаю, но сегодня мы хотя бы просто начнем, чтобы вы небольшое понимание обрели, и уже на следующей лекции мы эту тему с вами добьем. Ну что ж, давайте продолжим. Как я сказал, сегодня мы с вами начнем разбирать цифры. А именно уже систему числообразования мы разберем на следующем уроке, так как я считаю, что это такая очень весомая тема, и ей следует посвятить целую лекцию. А сегодня немножечко разберем первые 10 цифр. 10 это уже число, а не цифра. И уже со следующего урока полностью посвятим вас числообразованию, и вы уже сможете использовать любые числа. То есть за один урок мы с вами сможем понять, как строить любое число в ингушском языке, так как их не надо будет учить все. Мы просто выучим систему, как это работает, как это образовывать. Ну что, давайте начнем. Именно сегодня у нас просто цифры. Цифры 1 – это ца, например. Ца. Давайте скажем ца воша. Это у нас будет один брат. Например, дальше у нас щи. Повторяйте за мной. Щи. Щи. Пусть будет, давайте щи аш. 2 яблока. Далее у нас будет, например, ко. Не далее будет, а будет. Цифра 3 это ко. Ко. Звучит довольно, на самом деле, странно, но давайте отрабатывайте произношение, так как это очень важно. И, конечно, для вас могло быть странно, что у нас как отдельно выделенная буква стоит твердый знак, так как в русском языке такого не встречается, что она стоит как отдельная буква, то есть как отдельный звук. Но это просто, знаете, как некая остановка. Например, ко. Ко. Вы слышите, что я как будто бы на этом звуке вроде бы не издаю какой-то конкретный звук, я просто останавливаю звук. Ко. Щи. И делайте просто то же самое. Например, скажем ко.
и стол. 3 стола. Далее ди. Ди – это очень такое примечательное число, которое имеет несколько форм, но сегодня мы не будем с вами о них говорить, дабы не загружать ваш мозг кучей разной информации. Поэтому давайте просто возьмем как 4. Ди кизга, например. Кизга. Ди кизга. 4 стекла. Далее у нас идет пх. Например, рант. Да? 5 стульев. Рант. Как произносить звук, когда у нас твердый знак стоит в конце, мы уже поняли, об этом не забываем и продолжаем. Дальше. Давайте скажем уже ялх. Ну тут все просто, тут никаких таких сложных букв и звуков нет, просто ялх, 6. Например, суга, ялх, корбе. У меня 6 груш. Суга, ялх, корбе. Все довольно просто. Я даже не вижу смысла тут зацикливаться на этом, потому что мы все-таки не разбираем какую-то тему, мы просто изучаем цифры. Идем далее. Дальше можем сказать, например, ворхнарс. Вообще правильно будет, конечно, ворхнарс говорить, но, как правило, ингуши говорят ворх, как будто бы в конце не х, а х. Поэтому для удобства тоже можете говорить ворхнарс. Это звучит попроще, чем ворх. Но если будете говорить правильно, я буду только счастлив. Далее, бар. Бар. Что-то у меня вот из головы слово яблоко как будто бы не выходит. Так, бархиш, например. 8 сестер. Хотели бы 8 сестер? Я не хотел бы, не знаю, как вы. Тяжеловато с ними, наверное, было бы. Ладно. Но это, конечно же, все не то. Идем дальше. И теперь давайте скажем, например, из сесок. 9 жен. Почувствуйте себя турецким султаном и скажите суга из сесагия. У меня 9 жен. Ну, тоже такое себе удовольствие, конечно, но кому что нравится. И последнее наше сегодня. Вообще 10 это не цифра, это число. Цифры у нас идут, то есть от 0 до 9. Все остальное это уже числа. Но давайте с вами скажем еще о 10, и уже на этом я оставлю вас в покое, и уже к следующему уроку мы полностью добьем числообразования. Ну давайте здесь тоже пусть будет h. Да, что-то я прям полюбил эти яблоки, как будто бы. Например, тхабеша. HB. В нашем саду 10 яблок. Все довольно просто на самом деле в отношении именно чисел. Тут надо просто их заучить. То ли дело, наша именно главная тема этого урока – это вопросительное местоимение, отвечающее на вопрос «сколько?». Да, там есть момент, когда нужно что-то понять, изучить, разобрать. Но тут надо просто запомнить эти числа. Для того, чтобы к следующему уроку мы могли с вами уже изучить систему числообразования. Ну и теоретическая часть этого урока закончена. И, как всегда, я хотел бы попросить вас подписаться на Instagram ассоциации ГАЛ. Как я вам неоднократно говорил, это группа ингушей, которая проживает за территорией нашей страны, но тем не менее, даже проживая на территории Европы, они очень болеют за свой народ. И они очень много делают для того, чтобы их народ рос и развивался. Поддержите ребят в их благородных стремлениях и подпишитесь на них, поставьте им лайки, напишите им, что они большие молодцы, им будет очень приятно, я уверен. А далее я хотел бы рассказать вам про школу подготовки к ЕГЭ SmartEd. Это мой проект, которым я занимаюсь уже несколько месяцев и направлен на то, чтобы помогать нашим ребятам сдавать ЕГЭ на новом уровне, чтобы поступать в лучшие вузы нашей страны, становиться экспертами в различных областях и поднимать нашу родину на такой качественно новый уровень. И именно для этого данная школа была создана. В ней мы объединили лучших преподавателей из топовых вузов нашей страны, в частности из МГУ, для того, чтобы вместе они могли создать лучшую программу подготовки. Чем же отличается данная школа? Данная школа отличается тем, что у нее современный подход к обучению, талантливые преподаватели,
собственная образовательная платформа и доступная цена, так как подготовки репетиторов стоят на самом деле больших денег, которые для многих являются все-таки непосильной ношей. Именно с этим борется SmartEd. Месяц обучения в SmartEd по любой из образовательных дисциплин стоит 2500 рублей, что в несколько раз дешевле, чем учеба у репетиторов. И за это вы получаете еженедельные лекции, еженедельные онлайн-семинары, домашние задания с индивидуальной проверкой и презентации каждой лекции, для того, чтобы не пересматривать саму лекцию. Все это есть на нашей образовательной платформе, где все это скомпоновано в очень красивом и интересном варианте, для того, чтобы сделать вашу подготовку максимально интересной и увлекательной. Ну и познавательной, конечно же. Всем спасибо, Адик Хилшин, и до новых встреч!